Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что стучится в вашу дверь? Что уже у вас на пороге? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что стучит в мою дверь, что у меня, либо кто у меня на пороге. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, напоминаю, что все мои видео мною лично заряжены очень хорошей, целительной и позитивной энергетикой. Так, событий много выходит, события интересные. Тут и предупреждения есть. Ну, давайте будем разбираться. Так, мои хорошие, кто-то сейчас очень сильно тревожится. Какое-то щемящее чувство одиночества. Возможно, вы и не одиноки, но вот знаете, как можно даже в семье чувствовать себя абсолютно одиноким человеком, непонятым, непринятым. Как будто бы каждый занимается своим делом, а вам реально не хватает. Вам не хватает общения, вам не хватает тепла не хватает. Очень такое состояние у вас нерадостное, да, мягко скажем, нерадостное. Я вижу, вы, мои хорошие, пытаетесь как-то себя перенастроить, пытаетесь где-то найти сил, вдохновиться чем-то, но пока не получается. Вы знаете, мои милые, почему не получается? Вижу, что вы очень сильно устали, какое-то невероятное эмоциональное истощение. Попробуйте хотя бы хорошенечко выспаться. Вот это вам поможет. Почему мысли не приходят? Почему вот прям так тоскливо на душе? Да потому что ваши энергетические ресурсы упали уже ближе к нолику. Понимаете, у кого-то и в минус ушли. Мои хорошие, нужно отдыхать. Где-то вы себя надорвали, где-то вы себя не пожалели. Ну и как следствие, вот такое состояние гнетущее у вас происходит. У кого-то очень большая тоска за человеком. Вот человек не с вами, как будто бы в воздухе находится. Либо вы об этом человеке очень мало знаете, либо как-то связь оборвалась с этим человеком. Вы думаете об этом человеке, мысленно его призываете, возможно, даже человек вам снился, но сны эти были тревожные. Этот человек, он тоже думает о вас, вот чтобы вы понимали. Вот он, этот человек, он на лодке в вашу сторону пытается доплыть, но какая-то буря на море, понимаете? Его кораблик вот все время, знаете, как с курса сбивается, им очень сложно до вас добраться. Но хорошая новость заключается в том, что от этого человека придет весточка. Весточка — это может быть смс-очка, это может быть кто-то вам передаст от этого человека сообщение. Возможно, даже удастся пару слов по телефону, да, друг другу сказать. Но это как-то вот прям, знаете, совсем, видите, крошечная птичка, что-то очень маленькое, ограниченное будет. Но вести вы узнаете. Причем это случится вот в ближайшие дни. Так что не переживайте, отдохните, успокойтесь, постарайтесь вот именно выспаться хорошенечко, не принуждайте себя к каким-то действиям. Если не хочется, если не получается, если прям состояние выжатого лимона, не насилуйте себя. Это очень-очень важно для вас. Дальше, мои хорошие. На пороге у многих работа. Вот, пожалуйста, работа, которая найдет вас сама. Что это за работа, я не могу вам сказать. Может быть, вы будете работать по дому, может быть, вас куда-то позовут, пригласят. Может быть, на вашей основной работе вам как добавочку накинут, да? То есть какой-то дополнительный еще идет труд, который будет, как либо во благо, либо хорошо оплачен. Я тут тоже не могу вам сказать. Я вижу, что вы своими руками, вот человечек, как, знаете, как гончар трудится и что-то создает прекрасное. Вот сможете себя полностью применить. Так,
Здесь человек, который пытается вами манипулировать, вышел. Возможно, в ближайшие несколько дней будет встреча с таким человеком. Человек попытается через какую-то информацию, через какие-то новости, через какие-то, знаете, какая-то трактовка, может быть, каких-то законов. То есть, пользуясь информацией, попытается вами проманипулировать, причем достаточно в какой-то жесткой форме. Ну, в смысле, там, знаете, как запугать. А вот ты знаешь, вот такая вот ситуация страшная, ты вот сидишь, там ничего не делаешь, послушай меня, я вот знаю, я тебе помогу. Значит, мои хорошие, этого человека гоните прочь. Гоните прочь, и если вдруг так получится, что человек внес, ну, какую-то, знаете, тревогу в ваше сердце, в вашу душу, постарайтесь перепроверить ту информацию, которую вы получите. Не ленитесь. Доверять первому встречному, поперечному ни в коем случае нельзя. Все перепроверяйте. Особенно все, что касается денежки. Знаете, вот придут и скажут, вот, там, денежка, точно знаю, мне там сообщили чуть ли не с самых верхов правительства, что будет то-то, то-то, то. Так что давай свои деньги, я там с ними что-нибудь сделаю. Я тебе типа приумножу. Вот не слушайте, лучше перепроверяйте. И с этим человеком дел не имейте. Потому что человек очень хитрый, человек коварный. Ну, идет, конечно, за своими целями. Дальше, мои хорошие, лягушка выходит. Ну, лягушка это что-то... скользкая, мерзкая, похожая на сплетни. Возможно, что-то услышите. Услышите либо о себе, либо о ком-то из ваших близких людей. Будете возмущаться и будете правы. Значит, я не могу сказать, что это как-то критично, я не могу сказать, что это очень может повлиять, но будет крайне неприятно. А здесь именно вот эту лягушку, кстати, запустил человек, который где-то рядом с вами находится. То ли соседи, то ли, может быть, коллеги. Может быть, даже, скажем так, нерадивые дальние родственники тоже могли запустить эту лягушку. Ну вот она, видите, вот ее очень четко видно. И она к вам. То есть это будет связано с вами, либо с вашими близкими. Ну, сплетни, понимаете, они не кусаются, слава богу. Язык без костей, люди поговорят и забудут. Но у вас могут эти, ну, скажем так, сплетни, да, немножечко вот как ранить, и действительно праведный гнев. Ну, какого рожна вы обо мне такое говорите? Либо о моих близких людях. Зачем это все? Ну, люди злые. С этим ничего не поделать. Дальше, мои хорошие, у кого есть соперничество? Ну, здесь выходит женщина-соперница. И эта женщина достаточно крутая. Я не буду вас тут обманывать. Она достаточно крутая. У нее есть рычаги управления. Она достаточно неплохо себя чувствует. У нее то ли возможности есть, то ли деньги у нее есть, то ли, знаете, как какие-то крепкие связи. Это соперница именно идет. Соперница, скорее всего, на треугольник похожа. Треугольник. У этой соперницы что-то произойдет, потому что у нее под ногами коса выходит. Коса. Либо с ней что-то произойдет, либо в ее жизни что-то произойдет. Ну, как подкосит ее, понимаете? Вот высшие силы ее подкосят. Здесь можно будет выдохнуть, даже, возможно, как успокоиться, да. Но кто-то порадуется. В принципе, имеете право. Дальше, мои милые. В отношениях здесь два человечка, видите, садят одно большое дерево. Женщина и мужчина стараются это дерево посадить, они его окучивают, они его там поливают, да, очень стараются. Два человека будут стараться либо сохранить те семейные теплые отношения, которые у них есть, либо создать отношения, которые приведут именно вот к семье. У женщины и у мужчины совершенно разные взгляды, но вы друг друга как-то прям идеально дополняете. Сразу хочу сказать, что мужчина сильный, женщина умная. Если вы мужчина, смотрите мою цыпку, пожалуйста, не обижайтесь. Это нормально, это ничего особенного в этом нет. Я не хочу никого обидеть. Я просто говорю то, что я вижу. Так что, мои хорошие девушки, опирайтесь на свой острый ум. А мужчины, которые меня смотрят, доверьте своей любимой. Она более четко,
видит картину происходящего. Она очень, знаете, такая прозорливая, на несколько шагов вперед видит. То есть она даже может быть, знаете, как-то больше и инстинктивно, да, либо там интуитивно просчитывая, да, опираясь, конечно же, на свои знания. Доверьтесь своей женщине, она дурного вам не посоветует. Так, кому-то придется расстаться, либо кто-то расстался. Но тут такое расставание, знаете, то ли отъезд, то ли да, вот человечек, да, как будто бы вы провожаете, либо вас провожают, не могу четко сказать. То есть кто-то уезжает, причем уезжает по какому-то важному делу, дело, которое нельзя отложить, отменить, либо дело, от которого невозможно отказаться. Ну, тут больше похоже, как в семье это происходит. Грустно будет, да, грустно. Но встреча будет скорой, вот чтобы вы понимали. Люди расстанутся и потом, может быть, там какой-то короткий промежуток времени опять встретятся. То есть здесь отчаиваться, там, переживать особо не стоит. Так, по деньгам хочу сразу сказать. По деньгам здесь идет денежка стабильная. Здесь не идут миллионы, миллиарды, но идет достаточно такой плотненький поток, которого достаточно на то, чтобы покрыть все свои потребности. При этом, мои хорошие, от вас потребуется умение считать и умение, наверное, где-то экономить, да, сэкономить. Это очень будет важно для вас. Я не могу вот именно четко вам сказать, с чем это связано, но вот есть ощущение, что там не за горами то время, когда вам нужно будет что-то либо покупать дорогостоящее, либо во что-то вкладываться, да, вот вам нужно бы подсобирать денежки. Пока вы их получаете, их подсобирайте, подкопите, вот так скажем. Так, здесь очень интересная ситуация, связана с какой-то договоренностью, вот тоже с деньгами связана. Вот как будто вам что-то одобряют, но это не одобрение, например, там кредита, это что-то другое. Смотрите, больше похоже на ситуацию, что у вас есть уже какие-то там, может быть, кредиты, задолженности, и вам как будто бы одобряют либо рассрочку по выплате, либо какую-то программу одобряют, где вот это финансовое бремя, которое на вас лежит, оно становится намного либо меньше, либо легче. Как-то вот интересно тут написано, показано. То есть если у вас есть такие проблемы, и вы обращались в специальные органы, чтобы вам послабили вот это бремя финансовое, то вам помогут. Кстати, могут быть выписаны какие-то, не знаю, как документ, разрешение, чтобы вам как компенсацию платили, либо какую-то надбавку вам платили, либо, знаете, как это, льготы называются, либо пособия, вот что-то такое будет. Но, честно скажу, для тех, кто добивается этих пособий, льгот, здесь такой невероятный путь. Тут просто вилы выходят, вилы, которые смотрят вниз. То есть прошли вы и Крым, и Рым, и медные трубы, чтобы этого добиться. Но вот наконец-таки получите. Просто, знаете, вот еще идет такая информация, ощущение, что вы будете чуть ли не вырывать этот документ, это разрешение. Ну, такие вам снобы попадутся, которым будет жалко и грустно, да, от того, что они вам дают это пособие, либо эту льготу выдают. Ну, ничего. То, что вам положено, оно должно быть вашим. Будьте посмелее и ни в коем случае не идите на поводу у этих людей, чтобы они там вам не говорили, какими там завтраками, послезавтраками вас бы не кормили. Это ваше, это нужно для вас, для вашей семьи. Поэтому, мои хорошие, требуйте, вы получите. Знаете, как вырвите то, что вам начислено, либо положено. Дальше, мои хорошие, здесь мужчина и женщина пересматривают что-то в своей жизни, либо в своих отношениях. Возможно, они сейчас не вместе, возможно, они уже давно не вместе.
какая-то причина, либо какой-то повод на то, чтобы опять сойтись, на то, чтобы опять объединиться. И я не вижу особо острого желания у женщины. Ну и мужчина такой же, знаете, вот он женщину зеркалит в этом ощущении. Но тем не менее, ради чего-то, ради какой-то одной цели вы будете опять сходиться, вы будете договариваться, что-то, может быть, даже совместно делать. Это идет вам от высших сил как шанс. Шанс на то, чтобы примириться, и шанс на то, чтобы восстановить ваши отношения. Если вы пожелаете, то все у вас получится. Пусть не сразу, но тем не менее. Первые шаги будут сделаны в самое ближайшее время. Дальше у кого-то отыграется встреча с детьми, либо встреча, ну, внуки, дети, да, вот к вам кто-то будет приезжать, кто-то будет вас навещать, возможно, ну, больше к вам идут, потому что с левой стороны встреча с детьми. Достаточно поначалу все, возможно, будет тепло, но потом могут быть какие-то споры. Споры не могу сказать по какому поводу, по какой причине. Я только вас хочу попросить, да, чтобы вы, ну, с пониманием отнеслись, что каждый человек, во-первых, имеет право на свои взгляды, и, во-вторых, ну, не стоит тратить драгоценное время на то, чтобы что-то там выяснять и что-то кому-то доказывать. Цените каждый день, наслаждайтесь друг другом. Жизнь скоротечна, время так быстро проходит. Постарайтесь вот избежать каких-то конфликтов, и если вы понимаете, что разговор выходит в такую зону конфликта входит, постарайтесь его как можно быстрее купировать, блокировать. Это будет очень важно. Так, здесь у кого-то будут походы по больницам, так понимаю, либо по каким-то лабораториям, может быть, анализы будете сдавать, может быть, будете посещать специалистов. Но тут почему-то какое-то осложнение идет. С чем-то связано осложнение. Не могу сказать, с чем. Тут через барьер вам придется, да, вот, получить сервис в больнице, либо, да, там пройти какую-нибудь манипуляцию. Ничего страшного. Это не значит, что вам блокируют высшие силы. Это значит, что вам нужно действительно добиться того, что вы того, чего вы хотите. Вот, это очень важно. Так, еще тут чего-то нет, чего-то не хватает. Вот то ли вы захотите что-то купить и не сможете найти этот товар, то ли, не могу сказать, с чем это связано, но как будто бы поиски чего-то, вы ищете. Вы ищете, может быть, по магазинам, местам продажи, будете что-то искать. Долго придется искать, но вы все равно найдете. И причем найдете вам, то ли, может, как через людей вы найдете, да, кто-то вот посоветует и даст. Поэтому, чтобы не терять время, не ездить по всем магазинам, либо, может, если лекарства, по всем аптекам города, сразу воспользуйтесь интернетом. Есть очень много всяких форумов, чатов. Постарайтесь запостить свою просьбу, и все будет гораздо быстрее, чтобы вы столько времени не потратили, да, и тем более нервов, очень много переживаний, кстати, выходит. Так, здесь рыбка выходит. У кого-то романтик, возможно, начнется. Причем романтик, знаете, как запрещенка идет. То ли вы не свободны, то ли мужчина, с кем у вас романтик начнется, не свободен. Ну, такое, знаете, начало романтики, но под каким-то секретом, либо, знаете, как запрещенный плод, он сладок, да, вот такое ощущение идет от этой рыбки. Но, мои хорошие, пощекотите вы себе, конечно, нервы. Это самое начало идет. Самое начало. Здесь очень активным будет мужчина в проявлениях, невероятно активным. Прям такой, знаете, проходу не дает. Но вы же думаете сами, решайте сами. Так, здесь у меня, смотрите, сердце выходит. Здесь у меня какая-то женщина мечтает о любви, а любовь рядом.
любовь рядом, потому что здесь женщина маленькая идет, она готова любить, вот ее полсердца, а мужчина большой и сам формирует другую половинку сердца. Но здесь однозначно речь идет о каком-то предложении, либо мужчина сделает предложение руки и сердца, либо мужчина выйдет на контакт с женщиной, то есть сам познакомится, сам подойдет, и вот какая-то активная фаза, возможно, начнется в ваших отношениях. То есть любовь, она впереди. Причем, знаете, как под крыльями любовь, то есть это высшие силы вас сводят, вас объединяют, чтобы у вас все было замечательно. Особенно отыграется у тех девушек, женщин, кто долго была одна, либо женщина, которая долго, возможно, в треугольнике была. То есть я не вижу у вас семьи, я не вижу у вас какой-то истории прошлого, да, в свежем виде. Больше похоже на, как женщина-одиночка была. Вот, дождались вы своего кавалера. Причем он, знаете, он как физически такой сильный и по росту высокий. Интересно. Так. Есть какая-то очень худая кошка. Вот она вверху у нас. И она прям уходит. Уходит. И, девчонки, сразу тоже хочу сказать, кто долго вот в отношениях не был, скорее всего, какой-то негативный у вас был по вот этой кошке. Кошка, вот смотрите, кошка убегает, и следом у нас идет вот это сердце любовное. То есть спадет магия, спадет какая-то деструктивная программа. Возможно, вы чистки проводили, возможно, вы обращались к специалистам. То есть, наконец-таки, это все сработает. Кошка, видите, настолько худая стала, у нее уже нет сил. Все, она покидает, она уходит. Так, кому-то отпор дадите. Какой-то прям отпор мощный. С каким-то человеком либо что-то будете выяснять, либо обидчика на место поставите. У вас так много будет сил, либо, вот знаете, эмоции дадут вам очень много сил, и вы просто взглядом пригвоздите этого человека, выскажете, да, вот как-то выскажете, и человек как, такой цуцик, знаете, с поджатым хвостом убежит. То есть вы сами от себя ожидать этого не будете, вот такую прям бурную реакцию. Для вашего обидчика это будет прям удар по причинному месту. После этого, кстати, возможно, вы что-то узнаете об этом человеке, и потом будете, знаете, как еще думать, ох, мало, надо было больше дать. Так. Здесь какой-то человек, который перед вами виноват, попытается хитрым образом свою вину искупить. Через подарок, через какое-то подношение. Ближайшие, вот смотрите, я вам скажу, ближайшие 5 дней. Вот кто к вам придет с подарком, вот именно подарок, да, вот просто придет и скажет, вот тебе подарок. За что? Да, просто так. Либо человек, который вас чем-то будет там прям насильно пытаться угостить, либо что-то вам прям в руки всунуть. Знаете, что этот человек перед вами очень сильно виноват. И вот это желание загладить свою вину. Вот. Но если понимаете, что простите, если понимаете, что, в принципе, ничего страшного, вы человек не злопамятный, тогда, конечно, принимайте. Это будет жест доброй воли с вашей стороны. Так, по поводу работы еще хочу сказать. У кого-то работа будет такой жаркой, очень много нужно будет двигаться, то ли ездить куда-то, то ли... Но это не похоже на командировку, это похоже больше на какие-то разъезды туда-сюда, туда-сюда. И больше, наверное, отыграется у тех, у кого собственный бизнес. Придется очень много колесить, да, потому что все-таки колесики выходят, да, туда-сюда, туда-сюда будете ездить. Время такое жаркое, да, что, кто не работает, тот не ест. Так, и еще из важного, вот прям хочу очень сказать про момент, связан со здоровьем, скорее всего. Здоровье, но здоровье не ваше, а кого-то из ваших близких. Кого-то из ваших близких. Тут выходит у нас подкова. Подкова – это добрый знак, который обещает выздоровление, исцеление и улучшение состояния человека. Поэтому, мои хорошие, все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.